побед сегодня. Вы заняли первое место. Наши поздравления, радость за вас. Накануне турнира вы были главным претендентом и котировались выше всех. И вам удалось подтвердить свой высокий класс. Подтверждать всегда сложнее, да, чем забираться в гору, на вершину. Вам это удалось сделать. Какие подтвердить удались? За счет чего удалось? Знаете, я очень усердно готовился. Готовился на самом деле к чемпионату мира, на котором, надеюсь, нас допустят через месяц. Я шел к этому турниру, но у нас появилась возможность вот сделать старт перед миром, перед чемпионатом мира. Если честно, я подходил прям в идеальной форме, у меня все хорошо шло. За неделю до турнира, вы поверите, как будто, не знаю, корчу навели или что, я не могу понять. 4 дня подряд, каждый день я что-то травмировал, каждый день. Последний раз, когда я ударился, мне голову разбили, извините. Голову разбили, вот так кровь идет, я сижу и думаю, блин, ну я уже устал на самом деле. Вот. Уже чуть слезы ушли, я думал, может сняться, зачем мне это надо. Но мы поговорили с тренерами, все-таки не надо было делать старт. Я с первой же схватки здесь мне довольно тяжело прошло. Я не знаю, у меня прям такой слабости у меня последние лет 6 не было. Чтобы вот настолько я уставал, потому что я боролся и по 10, и по 15 минут дополнительное время, но я так не уставал никогда. И травмы, конечно, дают о себе знать. Еще на обезболивающих, еще колено замотано, все замотано, пальцы, руки, голова. И очень тяжело было на самом деле. И ребята у нас все очень сильно, мы все время друг ходим, именно 73 килограмма, я бы хотел выделить, мы все время друг с другом себя ходим. Вот вся четверка нас, что сегодня была. Еще есть пару ребят. Мы все время вместе отрабатываем, живем, спим, едим, гуляем. И еще дополнительно нам тяжело между собой бороться, настраиваться на это все. Поэтому очень тяжело было. Самый сложный соперник сегодня. Я не могу так выделить, потому что совсем все очень хорошие. Кого-то удалось просто поймать, с кем-то пришлось прямо вот рубиться и на волевых уже вытаскивать. Поэтому все ребята очень сильные. Небольшой знаток дзюдо, я про себя говорю. Смотрел финал, Лаврентьев ваш соперник. Ну очень тяжело, ну очень трудно вы с ним пытались справиться, и все-таки это удалось сделать. Может быть, его манера вам очень не знакома, непривычна. Он все-таки в ММА выступает. Не, в ММА его брат выступает. Это это правильно. Он сам очень хороший спортсмен, очень, как вам сказать, режим держит. Самое главное, что есть для нас спортсменов, это держать режим, питание и все правильно делать. Вот он один из таких спортсменов. Ему 3 года младше меня. И я вам скажу, он довольно хороший соперник для нас был, потому что вот он только вышел, его не было до этого. Ну, любой человек, который тренируется, добивается этого, то у него все получается. Всевышний видит, кто выкладывается больше и тому больше дает, я думаю. И если вы знаток дзюдо, то вы должны были понять, что профессиональный дзюдоист не может за 2 минуты устать так, как я устал сегодня. Мне было на самом деле очень тяжело. После первой схватки я хотел сняться, после второй схватки я хотел сняться. Я сидел в туалете, меня тошнило, лежал. Просто, не знаю, хотел добороться и все. Вас тренирует родственник? Это оба мои дяди родные. Дядя? Да, Фатех и Аргаш Махамбеков. Удается спорт и родственные связи разделить? Ой, конечно. Ну нет, подождите, разделить именно, если вы имеете в виду. Ну, тяжело же В со основном своими. за столом у нас всегда про дзюдо разговоры идут, если вы про это. У нас вся семья большая семья, и все спортсмены, дзюдоисты, мои братья, просто они все младшие. Мой двоюродный брат выступает за Таджикистан, боролся на Олимпийских играх, да, мой двоюродный брат. Мы с ним выросли вместе, жили вместе. Поэтому еще молодые ребята на подходе, так что ждите. По поводу чемпионата мира, да, как вообще ваши ожидания? Все-таки да или нет? Ну, я думаю, что, скорее всего, да, потому что это неправильно спорт втягивать в политику. Тем более IGF, такая организация спортивная, наша организация дзюдо. То, что они не сплетают политику и спорт. И было такое заявление, мы с ними разговаривали. Но мы же первые спортсмены, кто выступали на больших турнирах в Монголии, мы поехали, встречались с главными представителями их. И они все за, чтобы мы боролись, чтобы мы вот стереотипы эти все произошли, что спорт всегда должен быть вне политики. Хоть мы и выступаем под флагом IGF, но в любом случае все знают, что мы дзюдоисты из России, представляем российский флаг. И поэтому я думаю, что дай бог, все будет хорошо. А вот вы были в Монголии, был турнир международный, были какие-то, я не знаю, там косые взгляды, то, что ребята из России, потому что вот Нет, других видов спорта... Вообще нет, честно говоря, к нам, у нас в дзюдо такая большая семья, все друг к другу хорошо относятся, все было на высшем уровне, и на самом деле все было хорошо, поэтому все было отлично.
Победа, спасибо большое. Делитесь своими впечатлениями о Казани, о Республике Татарстан. Вы знаете, первый свой большой турнир по взрослую карьеру, когда я вышел, я выиграл в Казани, получается, в прошлом году, прямо перед Олимпиадой за 3 месяца. Жалко, что чуть раньше не удалось. Может, и на Олимпиаду Большой шлем, поехал, да? Большой шлем был здесь, я выиграл. И с того момента, я первый раз был тогда еще и в Казани, у меня прям положительные эмоции, впечатления, очень красивый город, дружелюбные все. Удалось даже с президентом республики пообщаться, он меня награждал. И, ну, было очень классно, честно. Значит, Казань для вас счастливый город. Да. Но сегодня было тяжело. Благодарю вас. Поздравляю с победой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.